Друзья, я всех приветствую. Это Михаил Серкели и Nocta Life, стрим Nocta Life. Мы его проводим, как обычно, традиционно по пятницам в 19:30. Мы немножко задержались. Я прошу прощения за эту задержку и готов начать к сегодняшней порции комментариев, которые мы с нашими коллегами подготовили и определили как основные темы для того, чтобы прокомментировать, с нашей точки зрения, наиболее достойно. За пультом у нас Сергей Лазареску, продюсер помогает мне с передачей Анна Дмитриева. Я призываю вас всех поставить лайки под этой трансляцией, поделиться ею, отправить ее своим знакомым, близким. Пусть как можно больше людей увидят эту трансляцию и как можно больше людей услышат правду о том, что происходит в Гагаузии, правду о том, что происходит в Республике Молдова, особенно в Гагаузии, где пропаганды очень много. То есть, распространяя это видео, вы, по сути, помогаете нам бороться с пропагандой, которой, к сожалению, еще раз повторюсь, в Гагаузии очень и очень много, особенно в последнее время в рамках этой избирательной кампании. И, безусловно, сегодня мы поговорим в том числе и о том, как идет эта избирательная кампания. Мы поговорим о том, как ведут себя игроки, местные, национальные игроки. У нас обозначены три темы. Это избирательные кампании, поведение политических игроков, местных кандидатов на этой избирательной кампании. Одно из последних, даже не последних, да, но одно из видео, на котором запечатлен Дадон, Игорь Дадон, да, в Копчаке, в рамках встречи и митинга кандидата, которого поддерживает партия социалистов, в частности Дадон, да, Григория Узуна, где он говорит: наши уже близко, держитесь, ребята, терпите, ребята, да, наши уже близко. Что бы это значило, я скажу свое мнение по этому поводу и прокомментирую эту ситуацию. Ну и на прошлой неделе был визит Майи Санду в Гагаузию, не совсем визит. Майя Санду приехала сюда, выполняя свою гражданскую инициативу по посадке деревьев. И это, естественно, в Гагаузии вызвало большой тарарам, да, и вот как бы отголоски этого всего слышны буквально и сегодня. Вот и Ирина Влах прокомментировала это на Voce Басарабии, давала интервью Валентине Урсу, да, и как-то в своеобразной манере все это прокомментировала. Это мы тоже со своей стороны прокомментируем. В общем, друзья, перед тем, как начать, да, не забудьте поставить лайк, не забудьте отправить его своим знакомым и близким, да, чтобы те, кто не успел посмотреть его в стриме, посмотрели эту запись уже дальше, допустим, завтра, когда у них будет время. Итак, избирательная кампания. Коллеги, у нас готово видео, да, я так понимаю, там, которое мы готовы дать? Да. Давайте начнем, вот коллеги говорят, что готово видео, да, давайте мы начнем с маленького короткого видео. Да, там, где Григорий Узун выступает перед избирателями, там достаточно такой очень, как вам сказать, стиль из 90-х и призыв обратно к 90-м. Да, вот эта вот риторика осажденной крепости, что вот мы как бы призыв опять на баррикады, и давайте как бы сплотимся и пойдем, как в 94-м году, себя защищать и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим это короткое видео, после чего вернемся к комментариям. Гагаузии не было. Вы когда куда-то выезжали, вас спрашивали: вы откуда? Я из Молдовы. А кто вы? Мы гагаузы. А как в Молдове гагаузы? Значит, вы молдаване. Мы гагаузы. Но у нас не было автономии. Вот благодаря вашей смелости, вашей воле, сплоченности, когда вот оттуда автобусы шли, мужики стояли в виноградниках, в полях, а вы готовили еду, женщины, подвозили, вот тогда было единство. Я сегодня, когда увидел здесь столько людей, я понимаю, что мы с вами в 94-м году снова. Мы вновь должны объединяться. Да, вы теперь на 30 лет старше, но вы все еще в строю. Раз вы здесь, все в строю. И наша с вами задача сегодня объединить весь народ. И Камрад, и Чадарлунгу, и Вулканишты.
Нас долго разделяли. Долго центр подкупал наших управленцев. И сейчас это происходит. Вы видите, что происходит. Меделяна этого выбирали 15 раз. Социалисты сделали так, чтобы его не избрали 15 раз. Они за этим стояли. Но социалистов было всего 9 человек. А что? Ну вот, да, как бы женщины, как нужно, как в 94-м, да, мужчины защищали рубежи Гагаузии, а женщины готовили им кушать, да, то есть, как бы, ну, я так понимаю, кандидат, очевидно, видит роль женщины в том, чтобы женщина готовила кушать своим мужьям. Ну, как бы не совсем сочетается с современным образом жизни, современным образом женщины и с ролью женщины в современном мире, в 21 веке, да. Ну, что примечательно, да, опять же, да, это риторика 90-х. Гагаузия осажденная крепость, вокруг одни враги, нужно себя защищать, нужно сплотиться. И возникает вопрос, во имя чего сплотиться? Во имя чего? Да? Не во имя созидания, но непонятно во имя чего сплотиться. Да? И возникает вопрос, что с этим делать? Да? Как воспринимать эту риторику? Потому что очевидно, что человек пришел сюда с очень такой разделяющей риторикой. Это первый шаг к тому, чтобы, не знаю, там, сталкивать людей друг к другу, разделять людей по национальному признаку и формировать ту самую, скажем так, межнациональную рознь в Республике Молдова, чего нам, в принципе, не надо, да, и мы от этого ушли в 90-е годы, после того, как Гагаузия была реинтегрирована, да, и гагаузы как бы добились этой автономии не для того, чтобы уже после этого идти на баррикады, да, для того, чтобы политики, которые приходят к власти, предлагали решения в рамках мира, созидательные решения, да, которые помогали бы Гагаузии развиваться дальше. Да. И когда гагаузские политики говорят, что нам нужно идти на баррикады и защищать чего-то, у меня, честно говоря, возникает вопрос, ребята, а вы чего вообще хотите? Да? Гагаузские политики за все это время сформировали какое-то требование, что нужно Гагаузии для того, чтобы развиваться дальше. Что нужно Гагаузии для экономического развития, что нужно Гагаузии для социального развития, что нужно Гагаузии там, не знаю, там, для политического развития в конце концов. Да? Что нужно Гагаузии для инфраструктуры. Мы же не слышали ни одного плана, мы же не слышали ни одного там, структурированного плана, который Гагаузия или Камрад положил бы перед Кишиневым и сказал бы, да, вот, ребят, смотрите, нам для реализации наших компетенций, для лучшей жизни, для развития Гагаузии нужны вот эти компетенции. Нам нужны вот эти деньги. Да? Какой предметный разговор. Да? Мы слышим только, смотрите, да, у нас отбирают, дайте нам 5 мест, дайте нам 5 мест. Единственное требование, которое мы слышим от Гагаузии, это дайте нам 5 мест в парламенте. Что вы будете делать с этими 5 местами в парламенте, не совсем понятно. За 30 лет не выработали даже элементарный региональный валовый продукт, то есть механизм по просчету или вычислению регионального валового продукта, для того, чтобы мы вообще понимали, из чего состоит гагаузская автономия. Да? Все вот эти вот пинг-понги между Камрадом и Кишиневым, когда смотришь на рабочей группе парламента и Народного собрания, сидят спокойно, друг другу улыбаются, и ты как бы сидишь, спрашиваешь, а на этой рабочей группе Гагаузия что-то поднимала, да? То есть я понимаю, что можно призывать к каким-то там сплочению и отстаиванию своих интересов, уже там выходить на улицу, да, то когда все методы исчерпаны. Но мы же за 30 лет не видели попытки исчерпать хотя бы там какой-то мирный способ или попробовать какой-то мирный способ там, решения этой проблемы в рамках закона, в рамках политической системы и так далее. Чтобы Гагаузия пришла и сказала, давайте вот это. И при этом Гагаузия должна показать, выполняет ли она свои обязательства. Вот мне просто интересно, да, те договоренности, которые были в рамках рабочей группы парламента и Народного собрания, они были выполнены со стороны Гагаузии или не выполнены со стороны Гагаузии? Гагаузия, которая взяла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствии с там, не знаю, нормами национального права, выполнила эти обязательства или не выполнила эти обязательства? И что произошло там с теми законами, которые были приняты? Легко сказать, да, Кишинев там нас не слушает и так далее, да? Но это ж постоянный процесс, нужно постоянно приходить с какими-то аргументами, да? Прежде чем звать людей на баррикады, нужно приходить с аргументами и доказывать. Аргументированно, с точки зрения закона, с точки зрения международного права, потому что если посмотреть, международное право и весь закон на нашей стороне. Но этого же как бы не было сделано, и Григорий Озун 4 года был депутатом Народного собрания, и насколько я знаю, за 4 года он был не просто депутатом Народного собрания, он был председателем комиссии по здравоохранению и социальной защиты. И насколько мне известно,
не провел ни одного заседания в своей комиссии, хотя он отвечал там за то, чтобы эту комиссию созывать перед каждым заседанием, чтобы комиссия давала отзыв на тот или иной законопроект, на повестку дня, которая формировалась и так далее. Да? То есть там люди говорили, там нужно было один раз созвать комиссию срочно для того, чтобы эта комиссия дала, и там не могли найти Григория Узуна, чтобы он созвал эту комиссию. Сколько раз Григорий Узун созывал комиссию Народного собрания по здравоохранению и социальной защите, которую он возглавлял. Насколько мне известно, там пару раз за все 4 года. Да, фактически, ну, практически не созывал, практически не работал. И сегодня этот человек приходит и хочет стать башканом Гагаузии и кричит: давайте на баррикады. Да? Вот эта вот риторика, она никому не нужна. Не нужно назвать на баррикады. Да? Предложите созидательный план развития. План развития Гагаузии в рамках... нам не нравится, когда гагаузам говорят сепаратисты, да, так предложите план, и на самом деле гагаузы не сепаратисты, да, то есть когда просто политики мутят воду, да. Предложите план развития Гагаузии, предложите дорожную карту, как вы ее видите, как политики ее видят, как вытащить Гагаузию из этого кризиса и как дать ей толчок развития, но при этом, естественно, договариваясь с Кишиневым, но мы же этого не видим, к сожалению. А вместо этого мы видим вот эту вот риторику: давайте сплотимся, как в 90-е. Он возвращает нас в 94-й год. Зачем нам 94-й год? Мы в 94-м году были. Мы видели, что там было. Я туда не хочу. Я уверен, что многие туда не хотят. И туда вернуться уже не будет возможности. Да? То есть нельзя загнать джина обратно в кувшин. Да? То есть нужно идти вперед. Покажите нам, там, не знаю, перспективу в 2034 году, куда мы придем, да, и куда вы нас ведете, и что вы нам предлагаете. Возвращать нас в 94 год не надо. Мы туда не хотим. И там было не очень плохо. Мы от этого избавились. Для чего? Для того, чтобы опять туда возвращаться? Ну, кому это надо? Это никому не надо. Теперь, давайте поговорим вот еще о чем. Вот это вот... избирательная кампания, да, появился в этой избирательной кампании еще один игрок. Еще один игрок появился, это партия Шора, извините, да. Партия Шор, привезли какую-то девушку, я даже, честно говоря, даже не запомнил ее имя, да. Напомните, коллеги, пожалуйста, как ее зовут, да. То есть она из Итулии, значит, в Гагаузии вообще ни разу не участвовала, вернее, как она родом из Итулии, в политической жизни Гагаузии никак не участвовала, и нам предлагают за нее проголосовать, да, и это Евгения Гуцул, вот коллеги подсказывают, спасибо большое, да, я прошу прощения, ну честно, да, не запомнил, это как бы демонстрирует, что как бы этого человека никто не знает, да, то есть ее привели, и Марина Таубер ходит с ней за ручку и предлагает нам за нее голосовать. И вот до чего дошла гагаузская политика, да, и вот до чего довели эту политику гагаузские политики, которые всю жизнь, вместо того, чтобы формировать, не всю жизнь, а все эти 28 лет существует гагаузская автономия, с 94 года, да, уже 29 лет, вместо того, чтобы формировать и задавать тон в Гагаузии, в политическом пространстве Гагаузии, фактически выбрали путь участвовать, играть по правилам, которые нам диктует Кишинев сначала, да, а потом диктовала Москва. Ну, по поводу Кишинева сразу хочу оговориться, то есть без Кишинева гагаузская политика существовать не может, да, то есть как бы мы часть Республики Молдова, мы в легальном поле Республики Молдова, и мы в политическом поле Республики Молдова. И, понятное дело, кишиневские партии, хотим мы этого или не хотим, я в этом не вижу абсолютно ничего плохого, да, кишиневские партии будут участвовать в политической жизни Гагаузии. Но раз мы претендуем на то, что мы регион с особым правовым статусом, то я думаю, гагаузские политики должны были позаботиться о том, чтобы играть первую скрипку, а не вторую, не третью, не десятую. Да? Они выбрали роль играть вторую, десятую скрипку, но как они выбрали роль? Да? То есть без того, чтобы не организовывая политическое пространство, да? Они выбрали роль, так, пойти где-нибудь там пройти в народное собрание от Ферапонтьевки, от Русской Киселей, от Хирит-Лунги, да, из таких маленьких округов, и вложиться чуть-чуть, да, то есть там, не знаю, там подарки избирателям, подарки примарам, да, для того, чтобы они помогли им, а иногда и не подарки, а просто там живые деньги, да, чтобы за них выбрали. Они проходили народное собрание, дальше приходили к Кишиневу и говорили: ну что, ребят, давайте, что почем, давайте договариваться, да, давайте договариваться, что вам надо, да, нужна Гагаузия, пожалуйста, мы можем вам обеспечить там любое политическое там участие, продвижение и так далее.
И в этой мутной водичке они пытались ловить рыбку, да, и пытались играть роль таких, знаете, посредников между избирателями Гагаузии и кишиневскими политическими партиями. При этом очень многие политики в Гагаузии призывали: не голосуйте за кандидатов от политических партий, голосуйте за независимых кандидатов, которые мы знаем здесь в Гагаузии и так далее и тому подобное. И к чему это привело? Это привело вот к чему. Да? Я покажу вам сейчас траекторию, куда мы идем. Берем 2015 год. Да? 2015 год, Ирина Влах, кандидат, которая работала и делала все для того, чтобы ее рейтинг повысился к 2015 году. В 2015 году, насколько мне известно, Москва, Кремль сделали опросы в Гагаузии и выяснили там наиболее популярного кандидата. Да? И сделали ставку на Ирине Влах, потому что ее тактика, там, не знаю, ездить по Гагаузии, встречаться с бабушками, с дедушками, с учителями и там, воспитателями детских садов, она дала хороший результат. Да? То есть она пришла к избирательной кампании 2015 года с очень хорошим рейтингом, намного выше, чем у всех остальных кандидатов. И тут как бы выбор Москвы, Кремля был очевиден. Да? То есть и поддержка Кремля, и поддержка партии социалистов просто ей дали такой толчок мощный, который позволил ей выиграть эти выборы с первого тура. Но это было тогда. Сегодня партия социалистов сделала ставку на Григория Узуна, который, я в прошлой передаче говорил, здесь только родился, но вырос и обучился в Москве. Его бизнес его родителей, его семьи в Москве, его семья в Москве. В Гагаузии он появился в 2016 году на выборах Народное собрание, да, то есть, ну, хоть создал какой-то профиль, но рейтинг был, ну, практически нулевой перед этой избирательной кампанией. Теперь он ходит по выборам и ходит по Гагаузии, взявшись под ручку с Додоном. То есть Додон фактически поднимает его рейтинг. Но опять же, да, то есть у него хоть какая-то узнаваемость была. И вот приходит партия ШОР и приводит вообще непонятно какого человека. Да, вообще непонятно какого человека. Да, родилась в Гагаузии, но и вообще здесь никто не знает. Чего она вообще полезла в политику? Может, не знаю, там, взяла большой кредит в визе, кредит и не знает, чем рассчитаться. Да? То есть, как бы Илон Шор там ей помогает. Да? То есть, смотрите траекторию. Если раньше Москва искала как бы наиболее популярного кандидата среди гагаузских политиков, узнаваемых в Гагаузии и знакомых в Гагаузии, то теперь тактика совершенно другая. Да? То есть им не нужно искать среди этих гагаузских политиков никого. Они взяли с Кишинева, нашли кого-то, привезли сюда и предлагают проголосовать. И проголосуют, и будут голосовать не за этого кандидата, а будут голосовать за того, кто продвигает этого кандидата. В данном случае за Игоря Додона и за Марину Таубер, да, и через, не знаю, там, избирательный цикл, я уверен, что Марина Таубер или кто-нибудь другой, если эти же люди будут в гагаузской политике, возьмут за ручку какую-то обезьянку, понимаете, и приведут в Гагаузию и скажут: голосуйте за нее. И будут голосовать же не за обезьянку, да, будут голосовать за Марину Таубер и будут голосовать за Игоря Додона. Вот к чему привела политика гагаузских политиков за эти 28 лет, когда они не хотели объединяться вести организованную политическую работу, а пытались там, не знаю, торговаться с Кишиневым, да, и договариваться, и продавать Гагаузию как бы Кишиневу, и при этом зарабатывать на этом кишиневским партиям, да, желательно левым политическим партиям, и Москве, да, и зарабатывать на этом деньги. То есть они довели ситуацию до того, что они вообще сейчас исключаются из этой формулы. Никто с ними договариваться не будет. Потому что кишиневские политические партии, левые политические партии, приносят сюда своих кандидатов, которые с Гагаузией вообще мало что связывают, даже несмотря на то, что гагаузы, даже несмотря на то, что они родились здесь, они просто приводят их сюда и говорят: ребята, голосуйте. А учитывая, как партия ШОР устроена, да, которая устроена, она фактически как секта. Понимаете, там как бы Марина Таубер выходит на каждой пресс-конференции и говорит от имени их лидера Илона Шора, да, чуть ли не мессия, понимаете. Как бы это же даже это самая настоящая секта, да, то есть как бы и люди в этой партии, как бы их не смущает то, что Илон Шор ворует деньги, они говорят: ну ворует, но зато как бы делится с нами. То же самое в этих сектах, да, посмотрите в этих сектах, да, там преступления, там, не знаю, насилие, изнасилование, растление малолетних, ну члены этих сект как бы ничего, никаких проблем в этом не видят, они дисциплинированные члены этой секты и выполняют то, что говорит им этот лидер. Ну, как бы здесь, надеюсь, насилия как бы нету в этой партии, да, но там есть другое, да, то есть как бы есть безоговорочная вера в Илона Шора, который там ворует деньги, но при этом как бы с ними еще и делится, да, то есть как бы и в этой дисциплине, понятное дело, они смогут вывести на избирательные участки своих избирателей и проголосуют за того, за кого скажет Марина Таубер, за кого скажет Илон Шор. И
и эта партия заполнит абсолютно все щели. Мы же видим, что происходит в политическом поле Республики Молдова. Да? То есть партию социалистов дербанят, и Гагаузия сейчас дербанится между партией социалистов и партией Илон-Шор. И гагаузские политические игроки в этом вообще абсолютно никакой роли не играют. Гагаузские политики исключены из этой формулы. Почему? Потому что когда-то отказались от идеи организации в нормальной политической партии и задавания тона. Играть не вторую, не десятую скрипку, да, а должны были играть первую скрипку. Они отказались от этого и допустили то, что с их мнением сейчас вообще никто не будет считаться, и они на это вообще никак повлиять не смогут. И даже продать себя дорого не смогут, потому что они не нужны уже никому. Вот приходит Марина Таубер, берет человека за ручку и говорит: ребята, голосуйте. Все, и члены партии ШОР за нее проголосуют, потому что они дисциплинированные члены партии ШОР. И сторонники Игоря Додона проголосуют за того, за кого скажет Игорь Додон. И где здесь Гагаузия? В чем здесь Гагаузия? Где здесь и как здесь применить лозунг «Гагаузия решает сама»? Что Гагаузия решает сама? А мы же в Гагаузии кричим, что у нас особый правовой статус. Мы там, не знаю, чуть ли не там Бургуджи вообще там берет на себя смело заявлять, что мы второй нациеобразующий народ. Второй нациеобразующий народ не может элементарную партию создать. Не я бы бензир. Здесь Бокабе Ярамерсенс, как бы партия памятность, его тузилы ничего, как бы, ну это же вообще позор, понимаете? Ну как так вообще? Да? Оставить Гагаузию на милость партии ШОР и Игоря Додона, ну это же вообще ужас. Как, к чему это, на что вы годитесь тогда? Я обращаюсь к гагаузским политикам. Да ни на что вы не годитесь. Понимаете? Ходили с ценником на груди и продавали себя там по кишиневским политическим партиям, при этом убеждали нас всех, что не нужно голосовать за кишиневские политические партии. Понимаете? Нужно бороться, даже не то чтобы бороться, да, то есть эта риторика вообще неприемлема, да, не голосуйте за кишиневские политические партии. Вы сначала создайте свою партию, там, не знаю, 1, 2, 3, неважно, да, создайте, но предложите какую-то модель развития, предложите людям хоть какое-то будущее, да, скажите им: ребят, посмотрите, вот мы идем туда, и конкурируйте с кишиневскими партиями, и так убеждайте не голосовать за кишиневские партии, предлагая что-то взамен, что-то конкретное, но вы же этого не делаете, да, вы каждый у себя в норе, там, не знаю, там, пытаетесь локализовать свой электорат, получить у них голоса по дешевке, да, и подороже потом их продать кишиневским партиям. Так кишиневские партии пришли к выводу, что вы им уже не нужны, они сами здесь будут рулить, понимаете, сами будут приводить кандидатов, завтра уже там, не знаю, еще раз повторюсь, следует через цикл уже обезьянку принесут и только научат ее говорить: Майя Санду плохая, Владимир Путин хороший, и рядом с ними будет стоять Марина Таубер, да, и наши гагаузские соотечественники будут за них голосовать, потому что на местном же уровне нет никакого предложения. Вот к чему привела политика, которую избрали в 90-е годы, в 94-м году, гагаузские политики. Да, и вот теперь приходят кандидаты из России и предлагают нам вернуться в 94-й год. И в связи с этим, и знаете, еще один момент, да, то есть как бы эти же кандидаты, я хочу повторить вот в мысли, если я уже ее говорил, да, но это очень важная мысль, да, если предыдущие башканы или политики хоть как-то были связаны с местной реальностью, там, с кишиневскими политическими элитами, понимали правила игры, то теперь, как бы, да, мы видим, партия социалистов толкает, и Кремль толкает политиков, которые вообще никак, у них здесь нет бизнеса. Та же Ирина Влаг, да, то есть как при всех ее минусах, значит, у нее бизнес был здесь, и правоохранительные органы Гагаузии могли до нее хоть дотянуться, да, вернее, Республики Молдова, извините, могли до нее дотянуться в случае, если там что-то делалось бы не так, то, а теперь, смотрите, Григорий Узун, у него весь бизнес там, семья там, отца бизнес там, да, то есть его молдавское правосудие до него дотянуться никак не сможет. Его Россия там держит за одно место, понимаете, всю его семью. И если Россия попросит Григория Узуна, если он вдруг станет башканом, да, спросит его, или Виктор Петров, да, спросит его, попросит: ребята, а давайте мы что-нибудь организуем в Гагаузии, что-то вроде Гагаузской Народной Республики. Мне просто интересно, Григорий Узун скажет нет своим московским хозяинам, да, то есть мне очень большое сомнение, что он скажет нет, потому что вся семья там, бизнес отца там, и да ему как бы и в голову не придет сказать нет, потому что он воспитан Москвой, понимаете. И вот к чему мы пришли, вот к какому результату мы пришли за эти 30 лет
29 лет существования гагаузской автономии. По гагаузской политике, гагаузская верхушка политическая не хочет организовываться, не хочет предлагать никакой путь развития Гагаузии, не хочет ничего делать с гагаузским языком, не хочет ничего делать с гагаузской культурой, с гагаузской идентичностью, с гагаузской, возрождать ее, да, не хочет ничего делать с восстановлением, возрождением гагаузской исторической памяти, да. Они хотят просто прийти там, не знаю, в примарию, в народное собрание и дальше подороже торговаться, да. И довели ситуацию до того, что как бы от них уже, по большому счету, ничего не зависит, они из этой формулы просто исключены, потому что кишиневские политические партии, левые политические партии, как правило, да, промосковские, не кишиневские, а промосковские, де-факто московские филиалы Единой России в Республике Молдова приходят в Гагаузию, да, и указывают нам, за кого голосовать. И даже среди гагаузов-то, да, скоро перестанут кого-то искать, будут искать где-нибудь непонятно где. И приносить нам его так за ручку и говорить: ребята, голосуйте, хороший пацан, он знает, что Майя Санду плохая, Владимир Путин хороший. И этого достаточно для Гагаузии. И в этом плане Гагаузия живет в андерграунде. Да? И в этом плане, понимаете, есть фильм Эмира Кустурицы «Андерграунд», да, «Подземелье», да, где там заканчивается... Я когда-то приводил сравнивал ситуацию в Гагаузии, да, с вот этой вот боязнью унири, боязнью Европейского Союза, всего там западного, да, как бы сравнивал с этим фильмом «Андеграунд». Да, то есть Гагаузия находится в подземелье, да, и к нам приходят и начинают толкать и впаривать, и вешать лапшу на уши про угрозу унионизма и так далее и тому подобное. Это примерно фильм Кустурицы «Андеграунд». Да, то есть когда там сюжет фильма заканчивается Вторая мировая война, там Белград начинают там бомбить, и группа людей, два друга уходят в подземелье, чтобы спасаться от, там начинается, по-моему, да, чтобы спастись от, не знаю, там бомбежек и от войны, чтобы пересидеть там. И там через некоторое время одного отправляют наверх и говорят: иди посмотри там, что происходит там наверху. Тот выходит, смотрит, как бы война закончилась, мирная жизнь налаживается, и у него возникает идея: а зачем этим ребятам говорить, что как бы война закончилась? Пусть сидят там, да. Там жизнь налажена, процесс производства налажен, да, как бы, да, и я буду использовать их в качестве рабов для того, чтобы там, не знаю, они производили мне какие-то ништячки, а я их продавал и зарабатывал деньги, да. И так, в принципе, он приходил, постоянно им лапшу на уши вешал: ребята, там все еще идет, бомбят, нужно производить, нужно дальше работать, да, и эксплуатировал их долгое время. При этом там наверху уже построил себе партийную карьеру, стал уважаемым там человеком, зарабатывал деньги благодаря тому, что постоянно этим рассказывал, что наверху еще война. Вот примерно то же самое вот эти вот кандидаты пророссийские, да, рассказывают гагаузам, что там злостный Кишинев хочет у нас отобрать компетенции, что там злостные румыны хотят там напасть на Республику Молдова, там захватить и Унирия и так далее и тому подобное. Не расслышал, громче, пожалуйста. Да? Унирия хотят захватить Гагаузию и так далее и тому подобное. И в Гагаузии это верят. В это верят, понимаете? И благодаря этому забирают гагаузские голоса и приходят, рассказывают, что Унирия будет, отнимут наши земли и так далее. Хотя Унирия практически невозможно. Да? И в этом плане очень примечательно выступление Игоря Додона в Копчаке. Давайте посмотрим это выступление Игоря Додона в Копчаке для того, чтобы понять, о чем я говорю. Коллеги, дайте, пожалуйста. Желтая чума. Помните, когда на 20, на 30 баноц повысилась цена на солярку? Ну, сельхозы, знаю. Помните, какие митинги были перед президентом? Помните, как Майя Санду выходила с плакатом, что 4 или 60 за газ это много? Вот если бы она не была президентом, мы бы знали, что может быть 30 лет. Мы бы так не ненавидели бы такую желтую власть. А сейчас народ ненавидит такую власть. К сожалению, нам пришлось и приходится через это пройти. Это плохо, это для нас всех плохо, для наших детей, для всех. Потому что я здесь живу, как и вы, мы все в этой же ситуации. Но с другой стороны, люди поняли, что это такое. Хотя мы предупреждали, вы помните, я говорил и про то, что будет с Россией так, я говорил и про газ, я говорил, что они будут пытаться издеваться над нашей церковью и так далее. Я говорил о том, что они поменяют молдавский на румынский. Мне тогда не верили, говорили: да,
Игорь Николаевич, наверное, специально говорит, потому что выборы. К сожалению, мы все это на себя почувствуем. Я не хочу, сейчас мы будем говорить о кандидате, о выборах в Грузии, выскажу свою позицию. Но я не хочу, чтобы вы потеряли уверенность. Вот здесь очень много молодых девчат, ребят. Не теряйте уверенность в завтрашнем дне. Мы по-любому победим. Потому что после всей этой тяжелой ситуации, после черной полосы обязательно приходит белое. Просто не надо сдаваться. Я хочу вот, может быть, где-то и своим примером это вам доказать, потому что вы видели, какой прессинг был на меня. Вы видели, как они издевались над моей матерью. Вы все это видели. Над моей супругой и так далее. Но я все это выдержал, и я свою позицию не поменял. Я как считаю молдавский язык, так и считаю, что у нас молдавский язык. И меня никто не переубедит в этом. Я уверен, что мне тот закон, который они приняли на прошлой неделе, мы его отменим. Отменим, обязательно отменим. Я считаю, что православие нужно сохранять обязательно, потому что это основа нашего государства. Я думаю, уверен, что нужно с Россией дружить. Не против Европы, а без России мы не выживем. Потому что нам нужен тот рынок. Нам нужна дешевая солярка для сельхозпроизводителей. Нам нужен дешевый газ, электроэнергия, потому что иначе никак. Поэтому я хочу вас попросить, не терять, не опускайте руки, все будет хорошо, прорвемся. Прорвемся. Наш уже рядом. Желтая чума. Ну вот, пожалуйста, да, то есть держитесь, наши уже близко. Интересно, что имел в виду Игорь Додон под словом «наши уже близко»? Но мне кажется, тут совершенно очевидно, да, что Игорь Додон имел в виду, да, рассказывая, что нужно дружить с Россией, везде рассказывает, да, что нужно как бы Россия наш стратегический партнер, а вот Майя Санду не хочет дружить с Россией, да, и угнетает нас тем, что не хочет дружить с Россией. Да. Вот, как бы, мне кажется, совершенно очевидно, что Игорь Додон имел в виду, когда он говорил «наши уже близко». Да. То есть он имел в виду российскую армию, да, то есть как бы для него же очевидно, не украинцы же наши, да, то есть как бы украинцы всю жизнь были рядом с Республикой Молдова, и тем более Игорь Додон-то заявил, что Крым это Россия, то есть какие ему украинцы наши, после этого они, безусловно, не наши, да, наши для него Россия, да, то есть где у брата есть бизнес миллионный, да, откуда он получает финансирование для своего молдо-российского делового союза, который не помогает бизнесменам, а только обеспечивает место работы для Игоря Додона. И как только Игорь Додон что-то говорит против правительства, на счет этого молдо-российского делового союза падает определенная сумма денег из Российской Федерации. Да? Что это, если не знаю, там, призыв к ликвидации государственности Республики Молдова? То есть, как бы, очевидно же, чего хочет Российская Федерация. Российская Федерация не видит на постсоветском пространстве независимых государств. Она видит на постсоветском пространстве свои колонии, даже колонии в виде, не знаю, там, областей Российской Федерации. То есть очевидно, что Российская Федерация хочет присоединить и Украину, и Молдову к себе в качестве областей Российской Федерации. И когда Игорь Додон говорит «наши уже близко», он совершенно конкретные вещи имеет в виду. Они же все мечтают, чтобы Российская Федерация сюда пришла, чтобы Российская Федерация здесь установила, не знаю, там, порядки и назначила их пожизненными гауляйтерами. Понимаете? И вот когда люди... И вот это, в принципе, да, вот этот вот андеграунд, о котором я говорил, да, то есть как бы рассказывать людям постоянно, что все плохо, что там, не знаю, треклятый Запад и треклятая Румыния и Майя Санду, понимаете, не дает гагаузам жить нормально. Это все исходит от чего, да, что в Гагаузии до сих пор верят, что существует УНИРЯ, что придет румынский жандарм, да, хотя румынский жандарм там был непонятно когда, да, и так ли был плох этот румынский жандарм, здесь же никто не разбирается, да, то есть все поверили в российскую пропаганду, что же румынский жандарм плох. И вот они по-прежнему уже 30 лет рассказывают людям всю вот эту сказку, всю вот эту историю, люди в это верят, да, а сами ведут себе очень шикарный образ жизни, тот же Игорь Додон, да, приходит нашим собратьям гагаузам здесь лапшу на уши вешает, да, понимаете, зарабатывает, продает, покупает дешево их голоса, продает их дорого в Москве и зарабатывает на этом деньги. Чем это не андеграунд Кустурицы? Это самый настоящий андеграунд Кустурицы. И тут я бы хотел обратиться к своим соплеменникам, да, и сказать, друзья,
Вот когда, там же видно, что гагаузы боятся войны, да, то есть как бы они не хотят войны, они не хотят втягивания Гагаузии там в какие-то провокации, они хотят, чтобы это все обошло нас стороной, да. Но вы почему-то думаете, что нас в эту историю втягивает Майя Санду. Нет, не Майя Санду. Нас в эту историю втягивают вот эти вот сторонники Российской Федерации, которые приходят и зовут нас на баррикады, которые говорят нам, что там Кишинев собирается там с нами что-то непонятное сделать. Это они нас втягивают в эту самую войну, да? И если они захватят эту Гагаузию, они же будут рвать эту Гагаузию на части, понимаете? Еще раз повторюсь, если Ирина Влах как бы безусловно завуалированно и прямо поддерживала Москву, и она ничего открыто в поддержку Москвы не говорит, это так где-то намеками и так далее, где-то вокруг да около, то почему? Потому что у нее бизнес здесь, семья здесь, да, как бы и в случае необходимости молдавская прокуратура может до нее дотянуться. А до Гриши как дотянуться? Да? Весь бизнес там, да? Отец там, семья там, как бы, деньги они зарабатывают там, как бы тут до них дотянется российская прокуратура и российский следственный орган, да? а не молдавский. И в этом случае, если перед ним будет стоять выбор как бы сделать что-то провокационное в поддержку России или не сделать, то, мне кажется, выбор здесь совершенно Григория Узуна будет совершенно очевиден. Оно уже по риторике видно, да? что он собирается продвигать. Уже из его избирательной кампании. Кстати, эти видео короткие публикует Леонид Киса. Леонид, большое вам спасибо. Да? Леонид Киса, понятно, публикует их не для того, чтобы мы узнали, о чем они там рассказывают людям. А Леонид Киса их публикует для того, чтобы показать, сколько много людей собралось на встречу с Григорием Узуном. И иногда там появляются вот такие вот речи Дадона, Григория Узуна, что дает нам примерное понимание того, какова атмосфера там. Спасибо, господин Кюся, да, то есть как бы все записывается. И все мы видим, и все понимаем, и понимаем, куда вы нас ведете, да, своими этими призывами, своей этой риторикой. Я призываю вас более критически к этому относиться. Я обращаю сейчас всем к тем, кто нас смотрит, да, потому что я не вижу хорошего, позитивного, не знаю, там, конца в конце этого пути, да, потому что совершенно очевидно, я вернусь, да, гагаузские политики, то, что, условно говоря, так называемая гагаузская политическая элита, выбрав путь все 28 лет торговать своим политическим статусом, да, и в этом плане как бы похоже на политиков с низкой социальной ответственностью, понимаете? Я повторяю, я сейчас использую, перефразирую метафору их любимого Путина, да? Они привели к ситуации, когда вот Гагаузию дербанят две радикализировавшиеся партии. С одной стороны партия социалистов, с другой стороны партия Шор, которая, еще раз повторюсь, напоминает и очень похожа на секту, понимаете? И вот к чему мы пришли. Отказавшись от идеи организации, отказавшись от того, чтобы самостоятельно что-то делать, самостоятельно определять свою судьбу в рамках, естественно, политического поля и законодательного поля Республики Молдова, и оставили все на милость вот Москве и пророссийских политических партий. Да, вот они сейчас, если Григорий Узун станет Башканом, то я примерно представляю, во что превратится народное собрание. Они будут штамповать каждый день какие-то, не знаю, там провокационные, каждый день будет штамповать какие-то провокационные заявления, да. А если, не дай бог, Шор захватит власть в Гагаузии, то Гагаузию будет качать и расшатывать из стороны в сторону, да. И в конечном итоге, кто втягивает нас в войну? Кто будет дестабилизировать ситуацию, да? Те, кто будут это делать в поддержку России, или те, кто делают все для того, чтобы поддержать и созидать и проявлять солидарность с нашим соседом, который оказался в этой очень сложной ситуации. Мне кажется, ответ очевиден. Да? Не Майя Санду нас втягивает в войну. Нас в войну втягивают сторонники Путина, да, которые, очевидно, хотят, чтобы Республика Молдова была под Россией, и, очевидно, хотят, чтобы Республика Молдова была использована против Украины. Я это говорил, и я это буду говорить, потому что сегодня это актуально как никогда. Об этом нужно говорить, и мы обращаем на это внимание, да, для того, чтобы люди одумались и понимали, к чему это все может привести. Да? Теперь давайте перейдем к еще одной теме. Ирина Влах выступала на Воче Басарабии, несколько нарезок у нас относительно с этого видео на румынском языке. Давайте посмотрим, да, первую нарезку. Только, коллеги, скажите мне, о чем там будет идти, потому что я здесь
об огороде, да, давайте вот про то, как Ирина Влах называет Гагаузию, да, то есть как бы она считает ее своим огородом, да, давайте посмотрим. Cum o săptămână, doamna a venit la noi încă o dată, a sădit copaci în satul Avdarma și încă o dată nu a vrut să fim împreună. Vă imaginați, la dumneavoastră este grădină și cineva vine la grădina dumneavoastră și dumneavoastră nu știți despre aceasta și cine va veni la grădina dumneavoastră sădește flori și mai departe și dumneavoastră sunteți gazdă și nu știți despre aceasta. Ce opinie veți avea peste acest eveniment? Dar cum o să... Да. Да, мы вернулись, да. Ну вот, да, переведу для тех, кто не понял. Уверен, что многие понимают, да, но мало ли и нас смотрят те, кто не совсем понимает, да, румынский. Ирина Влах говорит, вот этот весь там тарарам с визитом Майи, опять же, да, это не визит, да, Майя Санду в рамках своей какой-то гражданской инициативы приняла участие, присоединилась к той инициативе по посадки деревьев, да, то есть как бы есть инициатива, большая программа по озеленению Республики Молдова. Мы часто видим Майя Санду определенные там несколько раз в месяц или раз в месяц, как у нее получается, уделяет время для того, чтобы пойти где-нибудь высадить деревья с работниками президентуры. Да, вот приехала в Гагаузию, там в Авдарме лесхоз определил место, как видите, подготовили почву, да, и вместе с сотрудниками президентуры из Гагаузии там участвовали студенты и преподаватели Камарадского государственного университета, и пришли и высадили более 5000 саженцев, да, то есть 3 пород деревьев, там, по-моему, клен, черемуха и... Я уже не помню, там 3 породы деревьев было. Да? То есть, в принципе, как бы соответствует нормам, стандартам. Да? Лучше, чтобы лесопосадки не состояли из одной породы дерева, да? А состояли из 3 пород деревьев. Ну, как бы в лесу, да? Там же не одна порода деревьев, да? Там как бы разные породы деревьев. Ну, как бы потому что в этом случае экосистема такого леса, лесопосадки более устойчива, да? И оно защищает почву от эрозии, в общем, как бы все по стандартам и по нормам, и по правилам, да. И вот Майя Санду приехала, и в Гагаузии комментарии начались, да, вот Майя Санду, мне особенно понравился один комментарий, да, вот Майя Санду садит деревья и показывает гагаузам, как она будет их сажать в будущем, что-то вроде этого, чего-то только там не писали, слушайте. Женщина-президент приехала в Гагаузию выполнить свой гражданский долг. Она так считает, что это ее долг, да, озеленение Республики Молдова. И она приехала и это сделала, во-первых. Во-вторых, любой может это сделать. Да? Во-вторых, что значит она приехала, Ирина Влах говорит, да, что она якобы приехала, вот представьте себе, она приехала к вам в огород, она говорит, ведущий, да, к вам в огород, и у вас в огороде высаживают деревья. Ну, во-первых, послушайте, ну это что значит к вам в огород? Это что, огород Ирины Влах? Она является высшим должностным лицом Республики Молдова. Гагаузия – это часть Республики Молдова. Она также могла поехать в Гагаузию, она также могла в Чимишлию, в Кагул. Это все часть Республики Молдова. И она президент Республики Молдова, и она несет ответственность за всю эту страну. И она приехала в своей стране, потому что Авдарма – это часть, и Гагаузия – часть Республики Молдова, у себя в стране посадила дерево. В чем проблема? Что значит это в чужой огород? Она не в чужой огород приехала, она в свой огород приехала. И движение даже не огород, да, это страна. Это ее страна, она управляет этой страной, так же, как и моя страна, так же, как и страна других 3 миллионов человек, которые проживают, не проживают, да, которые являются гражданами Республики Молдова. Да? Или с нескольких миллионов человек, которые проживают в Республике Молдова. Это наша страна, так же, как и ее страна. И она у себя в стране приехала посадить деревья там, где определил лесхоз. Что значит пришла в мой огород и в моем огороде хозяйничает? Никто нигде не хозяйничает. Да? Никто нигде не хозяйничает. Это гражданская инициатива президента Республики Молдова. И президент Республики Молдова могла сажать деревья в любой точке Республики Молдова.
Так же, как это могла делать Ирина Влах в любой точке Республики Молдова, если она хотела присоединиться, хочет присоединиться к этой инициативе. И что примечательно, да, то есть давайте посмотрим, сравним, как бы, как это делает Майя Санду, да, потому что Ирина Влах же тоже инициатива высаживать деревья, да. Посмотрите, как это делает Майя Санду. И как это делает Ирина Влах? Друзья, коллеги, дайте фотографии, если готовы. Да? То есть Майя Санду одета, видели, да, на видео, да, в черное, ну, как бы подготовила женщина, пришла высаживать деревья. Опять же, на подготовленную площадку, почву подготовили для того, чтобы там деревья принялись и так далее. Вот как пришла, и она сказала, Майя Санду, да, сколько деревьев она высадила, вернее, все люди, которые с ней высаживали, да, в рамках этой инициативы, в частности, в Авдорме, да, какое количество деревьев, какие породы деревьев, да, и на какой площади земли. А вот посмотрите, Ирина Влах как, да, верните, пожалуйста, коллеги, фотографию, да. Ирина Влах пошла высаживать деревья, не сказала, сколько деревьев она высадила, явно высаживала деревья на неподготовленной почве, в салатовой куртке, понимаете, в серых кроссовках, да, то есть как бы там люди, которые с ней пришли, там вообще в туфлях лакированных, понимаете, пришли, в частности, Дмитрий Креатор, да, пришли в лакированных туфлях сажать деревья, ну, господа, ну, кому вы вообще, что вы вообще рассказываете, да, ну, это же вообще бред сивой кобылы, да, вы это ради чего делаете? Эти же деревья там не приживутся, во-первых, да, и вы там уже неоднократно высаживали подобным образом деревья, и что там с этим, как его, с Габуричем, да, недавно высаживали деревья, после чего Габурич дал Ирине Влах покататься на его Тесле, понимаете, как бы, что с этими деревьями? Видите, ну вот, пожалуйста, в салатовой куртке кто так сажает деревья? Если там пришла, ну, уверен, там один-два саженца высадил, и все, ради фоточки, да, вот вам и разница, да, вот вам разница. Один подход и другой подход. Сколько деревьев высадила здесь Ирина Влах? Или вся вот эта компания, которая пришла с Ириной Влах? Сколько тысяч? Или сколько единиц? Да? И какие сорта и породы деревьев? И ради чего вообще все это делается? Об этом же не рассказывают, но при этом, да, нам ходит везде по стране, уже сколько, вчера было, да, на прошлой неделе все это было, и рассказывают, что, а вот, видите, и продолжают ту риторику, да, что чуть ли не она здесь хозяйка, и к ней должны прийти покланяться, для того, чтобы там, не знаю, посадить или высадить деревья. Ну, Ирина Федоровна, во-первых, что вы о себе возомнили, вы всего лишь навсего башкан Гагаузии. Вы выше должностное лицо Гагаузии, а она выше должностное лицо Республики Молдова. И кто в чьем огороде? Давайте, да, давайте, если так. Она у себя в стране. Она выше должностное лицо этой страны, и она у себя в стране, и она не должна спрашивать разрешения башкана для того, чтобы пойти в любой точке этой страны высаживать деревья. Да, если идет программа по озеленению страны, она может пойти в рамках этой программы высаживать деревья где угодно, хоть на Славче, хоть в Криве, хоть в Джуджулештах, хоть в Авдорме. Да? И вы не можете ей этого запретить. И нет такого пункта, где вы можете вообще ее упрекать в этом. Зачем вообще вся эта риторика нужна? Это же вообще, ну, это не красит ни вас, это не красит ни Гагаузию, это не красит ни гагаузов. Зачем вообще все это нужно? Зачем нагнетать вот это вот, да, и лить воду на мельницу тех, кто, не знаю, там, создает из Майя Санду вот этого демона, да, понимаете, и потом на этом капитализирует, политически капитализируется, да, рассказывая всем, какая... Потому что вся же политическая риторика последний там, год, как Майя Санду, или 2 года, как Майя Санду стала президентом, она строится на том, какая Майя Санду плохая. Если бы не было Майя Санду, я даже не знаю, что бы они рассказывали людям, да, и если бы не было Майя Санду. Как бы они везде идут и рассказывают, что Майя Санду то, Майя Санду все, там, не знаю, не хочет встречаться с Путиным. В общем, ну, я рассказывал, да, как Майя Санду демонизирована, да, в Гагаузии, и как ее демонизировали за все эти годы. Вот как бы вот за счет того, что за счет этой демонизации, да, ну, они пытаются строить свой политический рейтинг, не предлагая ничего позитивного, потому что на негативе всегда проще зарабатывать политические очки, чем на позитиве, потому что если ты приходишь с позитивной повесткой, во-первых, ты должен предложить эту позитивную повестку, а во-вторых, ты должен потом эту позитивную повестку реализовать. А всегда проще сказать, что он плохой, поэтому голосуйте за меня, да? Ты ничего не обещаешь, да, те голосуют не за тебя, голосуют против того, кого ты обвиняешь в том, что он плохой. Вот и вся политика, что называется. Давайте перейдем к второму заявлению. Да, там было еще одно заявление, по-моему, связанное с русским миром. Да, Ирина Влах выступила миротворцем, да, в кавычках, миротворцем и предлагает провести в Гагаузии целую конференцию и устроить мирные переговоры между Россией и Украиной. Коллеги, давайте посмотрим.
Хорошо. Да, коллеги постараются, там у нас какие-то технические проблемы возникли. Ну, в общем, как бы, да, Ирина Влах, опять же, в передаче у Валентины Урсу предложила провести, вот будет летом саммит или встреча глав Европейского политического сообщества в Кишиневе, да, его будут принимать в Кишиневе, да, и вот Ирина Влах предложила в рамках вот этого вот саммита, встречи, да, провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Кишиневе. Давайте посмотрим. S-a încetățenit acolo în Utea Găgăuzierii despre acest război care iată durează mai mult de 400 de zile. Eu sunt sigură că fiecare cetățean care trăiască în regiunea noastră și în Republica Moldova este împotrivă a fiecărui acțiuni de război. Aici nu poate să fie discuții și permanent noi vorbim că trebuie oprit acest război care noi avem lângă Hotar și noi împreună trebuie să vorbim în fiecare platformă despre pace, despre dialog, da, și deja în 1 iunie noi avem un eveniment important în țară. Summitul la care vor participa 50 de șefi de stat și de guvern. Și am o propunere. De ce nu în Republica Moldova, în această perioadă, în platforma noastră, noi începem să creăm o platformă unde să începem negociem despre pace între acești părți. Ну вот, два момента, которые хотелось бы прокомментировать. Да? Мы за мир, да, pentru pace. Типа, я не знаю никого, кто был бы за войну. Ну, Ирина Федоровна, вы что думаете, украинцы за войну? Украинцы что, не хотят мира? Украинцы хотят воевать, что ли? Конечно, они не хотят воевать. Они что, хотят, чтобы их страну каждый день бомбили, что ли? Нет, они не хотят, чтобы их страну каждый день бомбили. И когда вы говорите, что мы за мир, то уточните, за какой вы мир? Да? За какой вы мир? Вы за русский мир? Да? Вы за русский мир, который насилует женщин в Украине, который убивает мужчин, который похищает детей. И все это, кстати, я вам говорю это как доктору права, является с точки зрения Конвенции о предотвращении геноцида, Конвенции ООН от 1948 года, все это является формой геноцида. Все, что делает российская армия там, это является формой геноцида. Да? Это уничтожение инфраструктуры, это, не знаю, там, причинение вреда физическому и психическому здоровью граждан, да, Украины, жителям Украины. Это предотвращение препятствование размножению, да, то есть как бы когда они бомбят роддома и так далее, да, похищение детей, да, потому что похитили там несколько сотен тысяч детей, да, сначала убили этих родителей в Мариуполе и в других областях оккупированных, да, Украины, и вывезли этих детей в Россию, да, и по этому же поводу на арест Путина Международный суд в Гааге выдал ордер на арест, да, потому что из-за похищения детей, потому что это было доказано, да, потому что с этой Беловой, Львовой-Беловой, да, этой Марии Львовой-Беловой, там, уполномоченной по правам ребенка, да, которые сидели в видео. Там же конкретно, что называется, явка с повинной, да, где они признали, что они похитили детей и перевезли их в Россию. Да, все это формы геноцида. И когда вы говорите «мы за мир», то вы скажите, за какой вы мир? Понимаете, когда люди, которые говорят «мы за мир», они фактически поддерживают агрессию России. А что, украинцы за войну? Нет, украинцы не за войну. Украинцы тоже за мир, но они за мир, в котором они имеют право на существование, в котором их страна имеет право на существование, да? И они за мир, где у них будет возможность самостоятельно самим определять свое будущее, да? И дружить с тем, с кем они захотят, с Западом, с Востоком, с Югом, с Севером. Мир, который предлагает Путин, у Украины нет такой возможности. И Путин это конкретно сказал.
когда начинал эту войну, Путин не признает право Украины на существование. Путин не признает право украинцев на существование. Путин не считает, что украинцы вообще существуют. Для него это русские. Да? Для него он считает, что нет никаких украинцев. Есть только русские, да, просто они там какие-то выпендриваются, там что-то на каком-то языке говорят, да. Они же, когда начинали эту войну, они что сказали? Вернее, эту полномасштабную агрессию. Они же как сказали? Да там верхушка, мы сейчас уничтожим верхушку, возьмем банковую, ликвидируем там, не знаю, президентуру, правительство, нейтрализуем, да, они, по-моему, говорили уже. И все, народ же за нас, как бы, да, они же не за эту кучку людей. А потом, когда они увидели, что народ сопротивляется, пропаганда что начала говорить, включая ту же Симонян? Да, мы даже не предполагали, что их так много. Мы думали, их там как всего лишь верхушка, а оказывается, их там много. Да? И мы себе даже не предполагали, что они там все такие. Какие все? Украинцы? Так они же украинцы, что в этом плохого? Они украинцы, они знают, кто они такие, они знают свою историю, они знают свою идентичность. И они хотят, они имеют право на существование, они защищают это право на поле битвы. Да? И они хотят мир, в котором у них есть право на существование, есть будущее. Да? И они понимают, что если они сложат оружие, не будут сопротивляться, то будет огромное количество вот таких вот буч. Сегодня, кстати, в Киеве проходит саммит, Бучанский саммит его называют. Да? То есть туда поехала президент Республики Молдова вместе с Владимиром Зеленским, президентом Украины, да, и лидерами еще там 2 государств. Они посетили Бучу. И таким образом отметили эту трагичную дату. Да, это дата чего? Это дата освобождения Бучи, после чего всему миру открылись все зверства, которые творила российская армия на территории Бучи, в Ирпене, потом это все вскрылось и в Изюме, массовые захоронения, убийства, пытки и так далее. Да, это все в рамках политики деукраинизации. Так называемой нацификации. Да? Денацификация значит лишение украинцев своей идентичности. А кто с этим не согласен, их просто уничтожали физически. Да? То есть все украинское уничтожается. Уничтожается украинское государство, это то, что делает Россия. Уничтожается украинский этнос, уничтожается украинская идентичность. Все, кто не согласен с тем, что они русские, а украинцы, их ждет одно, их ждет пуля в лоб. Вот что делает российская армия в Украине. И вы за такой мир? Прежде чем говорить «мы за мир», вы хотя бы задумайтесь, да, что это означает. Потому что если вы говорите «за мир», это означает «мы за русский мир». Это расшифровывается так и никак иначе. Год спустя, уже больше года идет эта война. И когда вы говорите «мы за мир», то вы, по сути, поддерживаете русский мир. И когда вы говорите «за стол переговоров», вот понимаете, как бы сейчас Зеленского некому слушать, он придет послушать Ирину Влах и воспримет ее инициативу. Ну хорошо, я задам вам этот вопрос. Когда вы говорите, что Украина и Россия должна сесть за стол переговоров, и вообще не вы, да, все эти путиноиды и сторонники Путина, которые говорят, нужно сесть за стол переговоров. С чем садиться за стол переговоров? О чем договариваться? Да? То есть какими должны быть условия, да, при которых что должно обсуждаться за этим столом переговоров, да, который будет на переговорах между Украиной и Россией. Во-первых, Россия не хочет за стол переговоров. И Украина тоже не хочет за стол переговоров. Украина хочет освободить свои территории. Потому что Украина знает, что Россия творит геноцид на оккупированных территориях, да, и она не хочет ни о чем договариваться. То есть договариваться о чем? Каковы должны быть условия этого мирного переговора? То есть что должно обсуждаться? Сдача украинских территорий и обречение этих людей на вымирание и уничтожение на оккупированных территориях? Что? Вывод российских войск? Что? Вы бы за год хоть бы осудили агрессию и преступления, доктор права, да, осудили бы преступления Российской Федерации в Украине. Вы же даже этого не сделали. А после этого приходите и суете свой нос, куда вам не следует. Понимаете, сок маршейны, понимаете, в русском языке есть такое выражение. Понимаете, зачем тебе, что, без тебя не разберутся? Да и без тебя как хорошо разберутся. Зачем продвигать вот этот путинский нарратив? Мы за мир, и там мы не знаем что. А что, украинцы против мира? И они за мир. И мы за мир. Но мы за мир, в котором у таких государств, как Республика Молдова, Украина, у украинцев, молдаван, у румын, да, есть право на существование. И есть право решать, что они хотят, с кем жить, с кем дружить, с кем не дружить, да, как строить свое будущее и так далее. А Россия, тот мир, который предлагает Россия, да, это, она не хочет, чтобы у Украины и Республики Молдова существовало такое право. Поэтому вы для начала
год спустя, да, спустя год, как идет эта полномасштабная российская агрессия, хотя бы выразите свою позицию. То, что происходит в Украине, да, то, что произошло в Буче, это преступление или не преступление с вашей точки зрения? То, что Россия бомбит украинские города, украинскую инфраструктуру, причем гражданскую инфраструктуру, никакую военную инфраструктуру она не грозит, да, не бомбит. Бомбят эти самые водопроводы, бомбят насосные станции, бомбят очистные сооружения, вот это бомбят, да? Бомбят роддомы, бомбят больницы, вот это бомбят, дороги бомбят, да? Все, что нужно людям, электростанции бомбят, подстанции бомбят, никакие военные объекты не бомбят. Они бомбят гражданскую инфраструктуру, причиняя вред людям, причиняя людям психический и физический ущерб. И вот вы выскажите как доктор права свое мнение, это преступление или это не преступление. Прежде чем давать советы, да, я сейчас процитирую классика, да, Булгакова, даете советы космического масштаба и космической же глупости, понимаете, как сесть за стол переговоров странам, которые в Кишиневе, да, которые воюют друг с другом, да, и где жизнь, война идет на выживание Украины, да, и выживание всей европейской и западной цивилизации. Поэтому давайте, Ирина Федоровна, вы будете заниматься своим делом, будете заниматься гагаузией, покажите, что вы сделали, чего вы достигли за 8 лет, с чем вы уходите, да, и не суйте свой нос куда вам, с моей точки зрения, не следует. Ладно, как бы у вас есть, конечно, право, да, но если вы вообще в чем-то в этом разбирались. Для начала сказали бы, как вы относитесь к зверствам и убийствам в Украине, прежде чем давать такие советы. У нас есть еще одно видео, коллеги, друзья, давайте посмотрим его и прокомментируем. Acum să vă dau și o întrebare provocatoare. Dumneavoastră l-ați cunoscut și îl cunoașteți foarte bine pe Vladimir Putin. Vladimir Putin dorește ca Republica Moldova să ajungă în UE? Nu putem să spunem că eu vreau foarte cunosc, eu știu foarte cunosc. Ei, îl cunoașteți, că totuși ați mers la Moscova, ați ajuns și la câteva întâlniri pe care le aveau odată, cei de la putere. Da, odată am fost în delegația cu președintele Republicii Moldova și am avut posibilitatea să particip la această întâlnire. Alte situații n-am avut, dar eu nu știu despre ce crede domnul Putin. Eu pot să vorbesc despre mine și despre poporul meu. Am înțeles. Da. Acum am să vă dau și o întrebare. Eu știu foarte cunosc, да? Ну, как бы, вот, как выучила Ирина Влах румынский язык. Ну, сейчас не об этом. Ну, что значит Ирина Влах не знает... Во-первых, Ирина Влах встречалась с Владимиром Путиным больше, чем один раз. Ну, на той встрече с Игорем Додоном, да, помните, была фотография, там она, Ирина Влах была там, я не знаю, в качестве, кого она там была, в качестве бесплатного приложения, да, просто, ну, очевидно, просто для того, чтобы была фотка рядом с Путиным, да. А потом еще раз, да, ее пригласили тогда на этот форум, вот это, да, в Санкт-Петербурге, по-моему, это был форум, международный женский форум, да, организованный Россией, она там еще стоит под чужой табличкой, да, ее просто, очевидно, подвели туда, где будет проходить Путин, для того, чтобы она пожала руку Путину. Ну, и как минимум 2 раза, да, она встречалась с Путиным. Ну, знаете, для того, чтобы знать, чего хочет Путин, не обязательно с ним говорить и вести доверительные беседы. Для того, чтобы знать, чего хочет Путин, просто нужно проследить весь его дискурс с того момента, как он стал президентом Российской Федерации, да, то есть Мюнхенская речь, вот это его последнее выступление перед полномасштабным вторжением России в Украину, да, вот это первая фотография, да, где она с Додоном приехала. Да, и эта фотография была на всех календарях, вот коллеги подсказывают, на всех календарях в Гагаузии, да, это отпечатали несколько тысяч календарей, раздали всем, да, в каждом доме был этот календарь, в каждой школе был этот календарь, если я не ошибаюсь, эти календари были отпечатаны за бюджетные средства. Так вот, и для того, чтобы знать, чего хочет Путин, или хочет Путин интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, или не хочет, не надо его спрашивать. Вернее, не надо с ним вести какие-то доверительные беседы по этому поводу. Он ясно высказывает, он-то начал эту войну для чего?
И очевидно, что начав эту войну, начав эту полномасштабную агрессию, его цель была же не только Украина, да, его цель была Республика Молдова. Они об этом мало говорят, но все прекрасно понимают и несколько раз проговорились, что, в принципе, если бы они достигли целей в Украине, то следующая Молдова была бы, они бы прошли Молдову расстояние от Днестра до Прута просто на марше. Понимаете, и захватили бы и поставили здесь своих гауляйтеров. И начал-то он это не потому, что он хочет, именно потому, что он не хочет сближения Украины и Республики Молдова с Европейским Союзом. Он не хочет интеграции и Украины и Республики Молдова в Европейский Союз. И для этого не нужно говорить и, там, не знаю, копаться в мозгах у Путина. Он все это говорит, открыто говорит. Да? И если вы человек, у которого есть гаджет в руках и телефон в руках, и читаете новость каждый день, то это же очевидно, это сквозит везде. В его речах, в его выступлениях, в его, там, не знаю, в переговорах, когда они были с западными партнерами. Он же этого не скрывает. Вы сами участвовали в этом референдуме 2014 года. Кстати, хотел бы услышать и ваше мнение. Как вы относитесь к этому референдуму? Вы призывали людей в 2014 году выходить и голосовать на этом референдуме, голосовать за таможенный союз, за Евразийский союз, голосовать за отложенный статус Гагаузии. У меня к вам вопрос. Вам не стыдно, вы не хотите извиниться перед людьми, которых вы призывали выходить на этот референдум? И вы потом из этого референдума сделали целый там-тарарам, понимаете, устроили чуть ли не там великое достижение гагаузского народа, этот референдум. Там целые конференции проходили, медали раздавали в честь этого референдума. Вы не хотите попросить прощения у людей за то, что вы людям предлагали фейковый выбор? Выбор, которого просто нет, да, выбор между Европейским Союзом, который существует, и реально нам помогает. И выбор между Евразийским Союзом, который фейковый, который не существует и который нам никогда не помогал и никогда не будет помогать. Даже российская пропаганда уже не говорит про этот Евразийский Союз. Потому что какой Евразийский Союз? Россия уже не хочет никаких интеграционных процессов на бывшем постсоветском пространстве. Россия хочет поглотить и оккупировать бывшие советские республики. Да, и для того, чтобы оккупировать и поглотить и сделать их частью Российской Федерации, Россия затеяла эту позорную, преступную и кровопролитную войну в Украине, да, с целью захватить Украину, чего у нее не получится, да, и с целью для того, чтобы потом захватить Республику Молдову и все остальное. Неужели вы этого не понимаете? Да? Неужели вы этого не видите и не знаете? Или вы прикидываетесь, или, как бы, извините, зря вы столько лет в политике, если элементарных вещей не понимаете. Друзья, мы больше часа в эфире. На этом мы, в принципе, исчерпали, как бы, повестку, то, что мы хотели прокомментировать. Еще раз призываю делиться этим видео, отправлять его своим близким и знакомым, для того, чтобы как можно больше людей его увидели. Есть над чем задуматься. Есть над чем очень серьезно задуматься и нам в Гагаузии, и властям в Кишиневе, и всему молдавскому обществу, что делать для того, чтобы Гагаузия не превратилась в плацдарм для агрессивной пророссийской пропаганды и не превратилась в источник дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Потому что с такими кандидатами и с такими политическими партиями кишиневскими, которые фактически являются московскими прокси и кремлевскими прокси, я думаю, мы недалеко от того, чтобы этот риск, к сожалению, был реализован. Давайте вместе думать и вместе решать, что с этим делать. Я традиционно готов перейти к ответам на вопросы. Я буквально только сейчас открою документ, куда моя коллега скидывает мне все вопросы, которые поступают. Извините, сейчас буквально секундочку переключусь. Да. И потихонечку начну на них отвечать. Я призываю вам, да, задавать эти вопросы. В прошлый раз было много вопросов. Это было очень хорошо, это было очень интересно. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Итак, значит, Денис или Денис спрашивает, да, добрый вечер, Михаил. Как вы считаете, не стоит ли в Молдове ввести закон, как Латвии? Кто не знает нацязык и историю, лишен права голоса. Спасибо. Ну, давайте как бы внесем ясность, да, как бы примерно так, но есть некоторые детали. Латвия пошла немножко по другому пути. Латвия не стала всем сразу выдавать гражданство на своей территории. И Эстония, по-моему, то же самое, и Литва, по-моему, тоже то же самое, если я не ошибаюсь. Там немножко был другой закон о гражданстве. И определенной категории граждан, которые не латышской, по-моему, национальности, имели право получить
гражданство, но только после прохождения. В всяком случае, в Эстонии так было точно, да? Если они соответствовали определенным критериям, могли получить, но при этом они не были эстонцами, они должны были сдавать экзамен на знание эстонского языка. И до тех пор, пока они не получали это гражданство, они не имели права участвовать, ну, не во всех выборах, да, а именно в национальных выборах. На местных выборах они имели право участвовать, не граждане, да, там были такие серые паспорта, если не ошибаюсь, паспорт не гражданина, да. Они имели право участвовать в местных выборах, избирать местный уровень власти, но в национальных выборах права участвовать не имели. Мне кажется, мы уже упустили этот вариант, этот шанс. Молдова не пошла по этому пути, не знаю, к сожалению, к счастью, не пошла она по этому пути, но и время как бы сейчас упущено, 30 лет прошло, да, как бы все граждане Республики Молдова, те люди, которые родились в Республике Молдова тогда, гагаузы, болгары, знали румынский язык, не знали румынский язык, они получили гражданство, дальше нужно было думать о том, чтобы этих людей научить румынскому языку, да, чтобы они могли говорить на румынском языке, а вот здесь вот была очень серьезная проблема, да, или пробел серьезный у молдавского государства, который не сделал практически ничего для того, чтобы, не знаю, это могла бы быть, не знаю, добровольно-принудительная политика, но даже добровольно не предлагали ничего изучать, да, то есть как бы не было возможности этого делать. Вот очень много лет, ну, в школах преподают, но качество преподавания в школах румынского языка, вы сами знаете какое, да, дети учат румынский язык практически с детского сада до 12 класса, и очень многие на нем не говорят, к сожалению, да. И тут вопрос качества преподавания, тут вопрос отношения к этому языку, тут вопрос приоритетов, тут как бы комплексный вопрос, и это комплексная проблема. Ее просто так решить не получится. Здесь нужен реально серьезный подход и где-то, знаете, устанавливать какие-то правила или какие-то санкции. Да? Если ты хочешь получить доступ к каким-то государственным должностям и к чему-то, ты должен как минимум знать этот государственный язык и проказывать, подтверждать знания румынского языка. Но у нас этого, к сожалению, нет. У нас такая, в основном, добровольная форма. И добровольная форма, вы видите, к чему приводит. Да? В Гагаузии 30 лет все, очень многие не связывали свое будущее с этой страной. Это такой маленький народ, вечно сидящий на чемоданах, понимаете. То на восток они уезжали, то на запад они уезжали, понимаете. Как бы свою жизнь с этим регионом не связывали, и с этой страной не связывали. И плюс гагаузская автономия, особые условия, да, и как бы политики, которые призывают, формируют такое негативное отношение к этому языку, да, и как бы понятное дело, что условий для изучения этого языка нету достаточно желания, нету достаточно мотивации, да, к сожалению, и может быть, в Эстонии и в Латвии, да, там была мотивация, хочешь получить гражданство, дружок, будь добр, покажи, что ты знаешь этот язык, покажи, что ты его учишь. Мы тебе предоставляем возможность его выучить, да. Сдаешь экзамен, после этого получаешь гражданство. Мы этот вариант упустили, но я думаю, уверен, что есть и другие варианты, как сделать так, для того, чтобы люди стали учить румынский язык, потому что без этого, мне кажется, мы далеко не уедем. Шмидт спрашивает: Михаил, может быть, что так много кандидатов в Башкана не только из-за грантов из ЕС, но и для того, чтобы так как все кандидаты, вероятно, финансируются ФСБ РФ, создать необходимую явку на выборах. Ну, там явно кандидаты эти не получают гранты от Европейского Союза, да? Там основные кандидаты, ну, как бы, я не уверен, что все финансируются от ФСБ РФ, да, то есть, как бы, безусловно, две основные политические партии, которые участвуют, а сейчас участвуют только две политические партии, и они толкают кандидата. Есть еще один кандидат, который явно демонстрирует свою связь с Россией, да, Виктор Петров, и есть еще четвертый, которого пока не зарегистрировали, но вот есть решение суда, Сергей Чемпаеш, которого обязывают, вернее, суд обязал Центральную избирательную комиссию, которая отказала Сергею Чемпаешу в регистрации. Вот суд обязал Центральную избирательную комиссию, апелляционная палата, да, зарегистрировать Сергея Чемпаеша. Я не знаю, Центральная избирательная комиссия опротестовала это решение Высшей судебной палаты или нет, но вот Сергей Чемпаеш тоже, если будет зарегистрирован, будет еще один кандидатом, который как бы демонстрирует свою связь с Российской Федерацией. Ну, понимаете, это же не секрет, что Российская Федерация коррумпирует политиков.
не только в Гагаузии, не только в Республике Молдова, но и в целом по миру, да, то есть как бы, где Российская Федерация идет, и это ее основной инструмент, да, привлечение на свою сторону, это коррумпирование, да, если они Шрёдера коррумпировали, понимаете, дав ему бывший канцлер Германии, да, Герхард Шрёдер, дав ему место в Совете управления «Газпрома», да, или в этом проекте, который управляет, в компании, которая управляла «Северными потоками». Ну, это ж как бы способ держать к себе поближе, да, это коррумпирование, давать большие деньги. Причем, обратите внимание, Гагаузия очень маленький регион, здесь как бы избирательная кампания особо дорого не стоит. Но кандидаты привыкли, в гагаузской политике привыкли из Москвы получать большие деньги. И после определенных избирательных кампаний некоторых кандидатов мы видели, что члены, у Формузала так было, да, члены его команды, которые отвечали за финансовую связь между Москвой и штабом Михаила Формузала, резко после избирательной кампании покупали себе дорогие машины. Да, то есть, как бы, ну, это коррумпирует, это развращает, но гагаузские политики к этому привыкли. Они привыкли на этих выборах делать большие деньги, и, как правило, из Москвы. Россия же как? Знаете, все спрашивают, а что вкладывает Россия в Гагаузию? Тут-то и дело, что Россия в Гагаузию ничего не вкладывает. Россия вкладывает в политиков, коррумпируя их, да, выделяя им большие, огромные средства на то, чтобы они проходили в выборные органы, занимали выборные должности и дальше оттуда толкали и продвигали российский нарратив. Все очень просто. Да? Фулгута спрашивает, Михаил, многие знающие люди в Гагаузии говорят, что выборы необходимо игнорировать. А вы пойдете на выборы Башкана? Ну, Фулгута, знаете, я до этого, мы пришли из гражданского общества, как бы Пилигрим Демо больше занималась такими проектами, как, не знаю, там, повышение участия граждан в избирательной кампании, да, там, наблюдением за выборами. Как бы сейчас мы больше стали такой медийной организацией. У нас в основном проекты связаны с СМИ. Этот наш проект, там, редакция, сайт, другие видеопродукты, которые мы производим. Раньше мы, безусловно, наша задача была в том, чтобы повышать участие граждан в выборах и так далее. Ну, сейчас, честно, я не знаю, что вам ответить, потому что как бы, мы оказались в ситуации, когда ты даже не знаешь, что лучше, чтобы выборы состоялись или чтобы выборы не состоялись. Да? Но, понимаете, может случиться так, что даже если люди не пойдут на выборы, они в любом случае состоятся. Вы, если будете призывать сторонников партии Шор не идти на выборы, поверьте, они вас не послушают, они будут слушать своего лидера своей секты, да, Илона Шора, который, если он скажет им пойти на выборы, поверьте мне, они пойдут на эти выборы. И они организуют им транспорт и приведут их на избирательные участки. То же самое с партией социалистов. Да? И тут решение может быть другое, посмотреть из тех кандидатов, кто наименее опасен для Гагаузии, наименее опасен для стабильности в этом регионе, да, который не толкает такой жесткий, яркий пророссийский нарратив, не зовет нас на баррикады, да, идет с какой-то позитивной повесткой. Среди этих кандидатов искать, искать возможность или рассматривать возможность за них проголосовать. Вот это. Я, честно говоря, пока еще не решил, до выборов еще есть время. Сегодня 31 марта. Выборы 30 апреля. Посмотрим, как будет развиваться избирательная кампания. И я думаю, что ближе к выборам я приму решение по этому поводу, идти или не идти. Надежда Р. спрашивает, Михаил, какие настроения, по вашему мнению, существуют среди примаров сел Гагаузии? Ощущение, что они просто кресло занимают, а до остального будто дела нет. И ни в каких процессах особо не участвуют. Ну, вы знаете, да, примары, конечно, я с вами соглашусь, примары немножко как бы выбывают из этого, примары особо не демонстрируют своего политического окраса, и это очень плохо, да, они как бы их такой призыв, мы типа со всеми, мы там за развитие села, ну, послушайте, политика основа всего, и как бы свободная политика, и вы должны определиться, вы за что, за развитие, за какое будущее в Гагаузии. Потому что с определенными кандидатами, если они придут к власти, поверьте, у вас не будет возможности развивать эту страну. У вас не будет возможности развивать ваш населенный пункт, реализовывать проекты по развитию. Вы должны понимать, откуда идет, где этот источник развития. Даже в вопросах, не знаю, там, геополитических. И вы должны открыто призывать, ребята, господа, друзья, соотечественники,
наше будущее в Европейском Союзе. Оттуда идут деньги на развитие сел, оттуда идут деньги на развитие инфраструктуры, на воду, на канализацию, на какие-то бизнес-проекты и так далее. Давайте дружненько идем туда, потому что там наше будущее. Но они же даже этого не говорят. Это даже не нужно призывать там заголосовать за кого-то кандидата. Вместо этого, понимаете, вот смотрите, Сергей Анастасов, понимаете, который хвастается, мы там тот проект от UNDP, этот проект от посольства США, этот проект от GIZ, наши партнеры, мы совсем открыты, поддерживает Виктора Петрова. Зачем ты поддерживаешь Виктора Петрова? Понимаете, человека, который продвигает идею, не знаю, там, сближения с Российской Федерацией. Если Республика Молдова сблизится с Российской Федерацией, у меня вопрос к Сергею Анастасову. Что ты будешь реализовывать в своем населенном пункте? Какие проекты ты будешь реализовывать? Сколько проектов, подобных тем, что профинансировал USAID в Камрате, GIZ в Камрате, Европейский Союз в Камрате, да? Сколько проектов подобных профинансировала Российская Федерация? Ни одного. Да? А ты благодаря этим проектам, да, повышал свой рейтинг, Сергей Ильич, да? Давал своим подрядчикам деньги и возможность заработать, да? Осваивать подряды и так далее и тому подобное. И когда поддерживаешь какого-то кандидата, ну хоть бы задумался, да, что ты вообще делаешь. И вообще посмотри на бэкграунд этого кандидата, с кем он связан, там, не знаю, посмотри расследования, да, которые указывают на его связи с Григорием Карамолаком и так далее. Как бы для тебя это ни о чем не говорит, ничего там как бы не шевелится в мозгах, ничего, сердце не ёкает, как бы, ну, что это вообще такое? И я с вами абсолютно согласен, да, что примары как-то либо одни там взяли позицию, и ты вообще не понимаешь, вот с чего вообще как бы эта позиция, почему они поддерживают именно этих кандидатов, да? Потому что это же противоречит здравому смыслу. Тот же Валерий Мош в Бешалме, да, его спрашивают, что ты вообще делаешь? А он такой, вы меня удивляете, там, кандидат там делает дело, какое дело? Ты там за последние несколько лет в твоем селе там бювет построили за европейские деньги, одно отремонтировали за европейские, детские сады отремонтировали, уверен, школу отремонтировали за европейские деньги, дорогу построили из национального бюджета. Ты чего хочешь, Валерий Мош? Вы, окей, я не буду фамильярничать, и вы, Сергей Ильич Анастасов. Вы чего хотите? Вы хотите будущего для этой страны или вы хотите загнать ее в прошлое? Вы же, Сергей Ильич, такой были антисоветчик очень большой, насколько я помню, да? То есть как бы против, выступали очень критично по поводу советского прошлого, да? И что тут вдруг случилось? Вы поддерживаете кандидата, который выступает за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Как же так? Что стало причиной вашего такого политического выбора в рамках этой избирательной кампании? Что случилось? Объясните нам, чтобы мы понимали, да, то есть как бы вообще стоит доверять примарам или не стоит доверять примарам. Ну как-то нужно, наверное, не знаю, включать мозги или понимать, что нести ответственность за ваших избирателей, что вы призываете голосовать за людей и какие могут быть эти последствия. Вообще логики нет, я вообще не понимаю, что происходит. Надежда Р. спрашивает, Михаил, кресла занимают по поводу примаров, да, это по поводу примаров, Надежда Р. Да, вопрос. Анна Медведь спрашивает, уважаемая Нокта, Узун, как я понимаю, самый активный из всех или не так? Ну, в принципе, до сих пор, в принципе, еще на прошлой неделе он был наиболее активным и продолжает эту активность. Каждый день фотографируется, да, из того, что мы видим. Во всяком случае, в социальных сетях, да. Вот в прошлом нашем стриме мы как бы обратили на это внимание и обратили внимание, что как бы остальные кандидаты вообще не понимаем, что происходит. И буквально на следующий день мы увидели там публикации Формузала, встречи там здесь, потом публикация Крейтора, встречи там здесь, смотрю, Виктор Петров тоже активизировался, ходит, уже примары там выступают в его поддержку. Но в принципе, если по активности, наверное, да, он первый стартанул избирательную кампанию такую активную, да, и каждый день где-то что-то проводит, можно сказать и так. Лидия Кощук спрашивает, как вы думаете, у кого больше всего шансов выиграть выборы в Гагаузии? Вы знаете, нету опросов открытых, которые показывали бы шансы выиграть выборы, и я бы в данном случае не хотел бы гадать. И это может иметь определенные... Если бы у нас были какие-то... Я, в принципе, как бы говорю, откуда, с моей точки зрения, исходит опасность и какая опасность исходит, да? А у кого шансы, ну, нужно смотреть, наверное, опросы, которых, к сожалению, нету, открытых опросов, я имею в виду, да? И смотреть ориентироваться, наверное, примерно на выборы
национальное, да, примерно, потому что эти же выборы тянут и толкают национальные политики, да, национальные политики тянут своих кандидатов, да, вот примерно такая схема и такой механизм, да, но, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, потому что нету опросов. Лидия Кощук опять спрашивает, да, могут ли Дадона засудить за слова «наши уже близко»? Ну, насколько я знаю, против Дадона подали заявление в прокуратуру и просят прокуратуру рассмотреть это дело и определить, нет ли в этом призыва к ликвидации государственности Республики Молдова. С моей точки зрения, за такие слова должны быть предусмотрены определенные. И, в принципе, есть же закон, да, были поправки приняты в Уголовный кодекс по противодействию сепаратизму и заговору против Республики Молдова. Я не прокурор, но с моей точки зрения это явно призыв к ликвидации Республики Молдова, но тут было бы неплохо, чтобы высказалась прокуратура, и прокуратура дала оценку действиям господина Дадона. Опять Лилия Кощук спрашивает, нужны ли в Гагаузии гагаузские школы на гагаузском языке? Ну, вы знаете, безусловно, с моей точки зрения нужны, но готова ли Гагаузия к этому? К сожалению, Гагаузия к этому не готова, потому что 30 лет были упущены. За 30 лет не было подготовлено необходимое количество преподавателей, которые могли бы преподавать не только гагаузский язык в школах. Исходя из того, что есть, и из того, что я понимаю, даже уже преподаватели нормальных, да, способных преподавать гагаузский язык в школах, их нету. Потому что, понимаете, что происходит с гагаузским языком? Если ты гагаузский язык не выучил в семье, то ты, скорее всего, на нем говорить не будешь, потому что условий для его изучения очень мало или практически нет, да? Не созданы эти условия. Школьная программа, она недостаточна для того, чтобы обучить детей, и к гагаузскому языку относится так, как к второсортному предмету, к сожалению, да? А о том, чтобы создавать целую школу с преподаванием на гагаузском языке, об этом вообще говорить не приходится, к сожалению, да? Потому что нету достаточного количества преподавателей, нету необходимого количества терминологий. Вот я вот начал заниматься, я пишу как бы монологи, второй монолог выйдет, я надеюсь, что он уже готов, как бы, да, выйдет либо в конце этой недели на выходные, либо уже в понедельник, да. И, естественно, как бы некоторые слова подзабыл и ищу, там, когда готовлю свой монолог, обращаюсь к словарям. Ну, чтобы вы понимали, есть словарь под редакцией Петра Чеботаря, да. Этот словарь насчитывает 12 тысяч слов. Что такое 12 тысяч слов? 12 тысяч слов — это очень мало. Понимаете? Терминология не развита гагаузского языка. Первое, с чего должны были начать еще в 90-е, когда создали гагаузскую автономию, создать терминологический термин и восполнять пробелы, связанные с терминами, с терминологией в гагаузском языке, в различных областях, в различных сферах деятельности, чего не было сделано, да? А этого не было сделано, соответственно, нет терминологии, нет учебников, нет преподавателей, готовых преподавать точные науки на гагаузском языке, не знаю, там, биологию, химию, физику, математику. Это все нужно преподавать, для этого нужна терминология, для этого нужны учебники. А тут один гагаузский язык в школах нормально преподавать не могут, что уж говорить о целом процессе обучения на гагаузском языке. Никита Ануфриев спрашивает, есть ли в редакции Нокта люди, которые способны писать статьи на гагаузском или хотя бы переводить их на него? Ну, есть, да. Я, который пишу статьи на гагаузском языке, монологи. На прошлой неделе был первый монолог, на этой неделе или в начале следующей недели будет еще один монолог, и на следующей неделе будет, получается, третий уже монолог. Как бы, да, процесс идет, мы обращаем на это внимание и идем в этом направлении. То есть мы этим занимаемся. MT009 спрашивает, Михаил, допустим, победит Узун, допустим, как он будет обращаться с правительством? Он румынский не знает и не понимает. Речан должен нанять переводчика для него? Ну, Речан понимает русский язык, слава богу, да. Как бы еще не пришло к власти то поколение, которое вообще не понимает русского языка. Речан относится к тому поколению, которое знает русский язык, уверен в этом, да. Но я, в принципе, всю эту передачу говорил то, что я вижу. И тут проблема не в знании или незнании румынского языка. Как бы Григорий Узун мог бы его выучить, если бы хотел его выучить, но, очевидно, он не хочет его учить, и давно уже сказал, что он не будет учить румынский язык. Как бы, вот, видать, это главное достижение Григория Узуна. Хотя, с моей точки зрения,
первое, что должны знать гагаузские политики, особенно те, кто претендует на должность башкана, прежде всего должны знать румынский язык. Ну как ты собираешься вести дела с Кишиневым, если ты не говоришь на румынском языке? А из поколения в поколение, чем моложе поколение, тем вот эта проблема, она же усугубляется, потому что чем моложе поколение, тем меньше оно говорит на русском языке. Это же нужно понимать. Да? Как бы, вот соседние села молдавские, там же никто по-русски не говорит, и в школах все изучают румынский язык. И они не обязаны, и обучаются на румынском, и они не обязаны говорить на русском языке. Вот и нужно думать, что будет там, не знаю, через 10, 20, 30 лет, когда придут новые поколения. С одной стороны, гагаузские политические лидеры, вот эти молодые, которые придут через 20-30 лет, которые не будут знать румынский язык. И с другой стороны, новое поколение политиков и управленцев в Молдове, которые знают только румынский язык и не знают русского языка. Или знают английский, французский, румынский. Потому что как бы сейчас же понятно, что к чему идет. Что тенденция русский язык все меньше и меньше будут изучать, как иностранный язык. И как они будут общаться друг с другом и разбираться друг с другом, мне не совсем понятно. И понимаете, это, опять же, возвращаясь к идее андеграунда, люди же этого не понимают, и это же удобно и выгодно таким партиям и таким политикам, как Дадон, да, держать людей в неведении, в этом подземелье, и благодаря этому скармливать им весь тот политический суррогат, который они сюда несут в Гагаузии. Значит, Анна Медведь спрашивает: Михаил, считаете ли вы правильным вариантом, чтобы имели право на голос те граждане, которые платят налоги этому государству, а не те, которые живут только на соцоплатах? Ну, мы в 21 веке, и ограничивать права людей только по их, не знаю, социальному положению, это не совсем приемлемо с точки зрения международных рекомендаций, международного права. И я не думаю, что... Я, например, против того, чтобы ограничивать права людей. Тут ведь, понимаете, Анна, проблема же в другом, да, не в том, что эти люди голосуют, а в том, что политики не предлагают, или есть политики, которые предлагают и играют на их чувствах. Потому что если, знаете, голос и выборы — это как спусковой клапан, да, то есть паровой клапан, который помогает спускать пар. Если убрать этот паровой клапан, понимаете, то будут революции. Поэтому и выборы, они хороши тем, что раз в год люди могут спустить пар и проголосовать за тех, кого они считают нужным. Да? Победят одни или другие, это уже другой вопрос. Но люди через выборы пытаются таким образом, это способ сменяемости власти, он и есть тот самый, этот самый клапан, который спускает пар. Потому что, а если этого не будет, что произошло в России, Российской империи в начале 20 века, да, потому что царь Николай II никак не хотел сделать Думу нормальным политическим органом, и распускал первую, вторую, третью, я уже не помню, там сколько Дум он распустил, государственных дум, не хотел делиться властью, и это бомбануло, бабахнуло так, что привело к революции, да, в России, российскому бунту, кровавому и беспощадному, понимаете, и вот его последствия мы расхлебываем до сих пор. Поэтому как бы ограничивать людей в праве выбора — это не самая хорошая идея, с моей точки зрения. Никита Ануфриев спрашивает: функционируют ли в настоящее время другие проекты Пилигрим-Дама, в частности Демоландия? Никита, нет, к сожалению, не функционирует. Мы, как я сказал, ушли в медиа. Пилигрим-Дама — это организация, которая администрирует НОКТА. Это неправительственная организация, которой я управляю, была создана в 2003 году. В рамках Пилигрим-Дама мы реализовывали ряд проектов, связанных там с повышением гражданского участия молодежи, гражданским воспитанием молодежи, обучением, воспитанием в области прав человека, в том числе и проекты, связанные с Демоландией, да, обучением тому, как функционирует государство. Потом мы занимались наблюдением на выборах, повышением прозрачности деятельности органов власти. Ну и в 2017 году мы открыли медийный проект НОКТА, и вот как бы в сторону, и теперь мы фактически, Пилигрим-Дама — это медийная организация, это организация, которая администрирует медиапроект НОКТА, и мы практически не занимаемся проектами, связанными с молодежью, проектами, связанными там, с гражданским обществом, потому что как бы, не хватает рук, не хватает времени, средства массовой информации поглощают нас целиком и полностью. Но надеюсь, что в Гагаузии будут другие организации, которые займутся этим. Никита, спасибо большое. Ну, я так понимаю, что у нас вопросов больше нет. Друзья, мы больше час 40 почти, да, час 40 мы в эфире.
Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Благодарю вас за ваше активное участие. Вокруг Нокта формируется сообщество, скажем так, друзей, преданных пользователей. И мы очень рады, очень думающих людей, которые хотят видеть Молдову процветающей, европейской, в семье цивилизованных наций, цивилизованных народов. Мы благодарим вас за вашу поддержку, за ваши лайки, за ту финансовую помощь, которую вы нам оказываете через Patreon, да? И ждем вас в наших следующих эфирах. Спасибо за то, что вы есть, и спасибо за вашу помощь. До свидания, друзья, и приятных вам выходных.